Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз для львов на июль 2020 года. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Вот, смотрите, одни ваши карты огненные выходят. И под конец даже еще и достаточно любви, да. Давайте посмотрим отношения. 3 карты из цыганской колоды достану. Работу. Чуть-чуть подвину. Работу 3 карты и денежки 2 карты. Итак, шестерка жезлов у вас выпадает как карта месяца, а это значит, вы будете, конечно же, очень успешны, к вам будут прислушиваться, вас будут замечать, вы будете в своей стихии. Это, в принципе, ваша карта, это ваше привычное состояние, комфортное состояние, когда вы на высоте, когда вы можете себя проявить, когда вы в лучах славы, когда вас уважают, к вам хорошо относятся, тепло относятся, да, вот очень хорошая карта. Шестерка жезлов – это у нас Юпитер во Льве астрологически, а значит, у вас будут решаться все вопросы, связанные с деньгами, все вопросы, связанные с отдыхом, все вопросы, связанные с детьми, какими-то инвестициями. Если вы планировали какое-то торжество, праздник, свадьбу, тоже все удастся, будет очень весело, очень хорошо и комфортно вам и всем остальным. А также вот по этой карте можно побеждать в каких-то соревнованиях спортивных. Может быть, это победа в какой-то конкурентной борьбе, очень удачное заключение контракта или очень удачное завершение проекта какого-то. Очень часто вот по этой карте идут успехи не только у нас, у самих, но и у наших детей, если вот они у нас есть. Для кого-то это карта начала своего дела, да, любимое дело, которое вот вызывает у вас массу положительных эмоций, просто замечательный месяц для львов. Первая декада, начало месяца выпадает король жезлов, то есть вы исполните все свои желания, планы, поедете туда, куда хотели, получите то, что хотели. В общем, король жезлов – это у нас карта, которая говорит о том, что вы, в принципе, можете все, да, все, что не захотели бы, все у вас реализуется и способствует этому обстоятельства, люди и так далее. Вы можете даже выиграть какую-то сумму денег, вы можете отправиться в путешествие, вы можете победить в суде или получить какие-то нужные для вас бумаги. Вы можете закончить школу какую-то очень успешно. Вы можете рекламировать себя, и тоже это будет для вас, ну, как бы реклама действительно хорошая. Не зря вы будете в это вкладываться. Вы можете изучить иностранные языки. Вы можете отправиться в какое-то дальнее путешествие. Для кого это возможно, за границу даже. Вы можете встретиться с человеком либо иной веры, или человеком, который вас заинтересует каким-то обычным своим, необычным своим мировоззрением, да, или это может быть человек очень сильно отличающийся от вас, известный, может быть, человек. Вы можете покупать какие-то крупные статусные вещи, вы можете какие-то операции с валютой проводить, тоже может быть успешно. Сдача экзаменов, завершение курсов, получение дипломов идут по этой карте тоже часто. И также, знаете, очень щедрые какие-то могут быть подарки от судьбы. Причем вы это сами заслужили когда-то, потому что король жезлов – это карта, которая говорит о получении уже результатов, последствий, да, вот мы что-то раньше делали, вложились, в общем, двигались дальше, развивались. И вот теперь у нас период, когда мы получаем результаты. Середина месяца у нас пятерка жезлов, карта, которая нас настраивает на обучение. Возможно, вот после всех наших побед мы как-то захотим расслабиться, да, и тут нам жизнь не дает этого сделать, она нам посылает какие-то сложности, она нам дает возможность выйти на новый уровень, чему-то научиться, куда-то поехать,
может быть, на новое место, да, в общем, все здесь обновляется, а новое это всегда сложно. То есть здесь мы как бы на лаврах почиваем, да, а здесь мы уже в пути, в новом, в движении. То есть для львов очень динамичный месяц. Пятерка жезлов это у нас Сатурн во Льве. А это значит, вот все ваши качества льва, да, они вот немножко зажимаются. Вот все, что у вас получалось в начале месяца, оно теперь идет с трудом. Хотя все равно идет, да, все равно это, как сказать, все равно у вас есть такая потребность, и вы этого достигнете, но только нужно прикладывать усилия, нужно быть серьезным, ответственным, нужно обязательно в чем-то себя ограничивать, да, для того, чтобы вот было здесь у вас все успешно. А также здесь, знаете, вот какие сложности могут быть? Могут быть сложности, может быть, с руководящими какими-то должностями. Или, допустим, обещали должность и задерживают. Либо вы руководитель, и вам сложно управлять коллективом, сложно какую-то цель осуществить. Или, может быть, вот вы возглавляете какую-то организацию, да, а вам трудно доносить как бы свою волю, скажем так, до сотрудников, или еще что-то вот такое связанное, там, может быть, с политикой, со статусом, да, вот, может быть, перемена какая-то статуса у вас. Может быть, вы вот привыкли быть на первых ролях, а тут для того, чтобы поддерживать это состояние, нужно очень много усилий прилагать. Может быть, экспертность какая-то от вас требуется. В общем, сложности все-таки есть, но если вы выкладываете здесь на полную катушку, да, то вы все равно достигаете того, что нужно, потому что пятерки, они расширяют всегда возможности, они выводят на новый уровень через какие-то сложности, через кризис. А теперь окончание месяца у вас рыцарь чаш. Вот здесь будет много эмоций. Видимо, не зря вы здесь потрудились. Будет очень много каких-то предложений, возможно, которые будут вас радовать. Будут рядом люди, которые вас любят и обожают. Будут предложения, которых вы ждете. Очень часто эта карта показывает предложение руки и сердца. Давайте посмотрим поподробнее, что здесь будет. Может быть, знаете, даже действительно встреча для кого-то будет с тем человеком, который вам судьбой предназначен, да, и будут очень быстро развиваться отношения, много романтики, и даже вот предложение, может быть, руки и сердца для кого-то. А также у нас по рыцарю чаш очень часто идет решение каких-то домашних дел, но здесь все комфортно. Здесь вопросы, которые касаются наших отношений с близкими, здесь вопросы, которые касаются комфортного какого-то отдыха. Простите, здесь вопросы, которые касаются приятного времяпровождения. То есть вот по сути вы трудились 2/3 месяца, да, а вот теперь вы отдыхаете, наслаждаетесь жизнью и испытываете любые удовольствия, которые только хотите. Может быть, вы едете в отпуск с кем-то, да, из близких. Может быть, вы вот на море, да, у нас чаши все-таки, да, это может быть море, река, просто на природу куда-то вы можете поехать. Также вы можете как-то украшать, может быть, дом, что-то красивое покупать из интерьера. Вы можете одежду какую-то покупать, которая вам нравится. Вы можете наслаждаться там едой, напитками. И все это в таком как бы в стиле романтики, красоты и так далее. То есть, ну, в принципе, очень хорошая даже карта. И у вас все очень гармонично. Поработали, отдохнули. Отношения для львов на июль. Те, кто в поиске партнера, девятка трифовая, говорит о том, что вы как раз вот либо в путешествии, либо вот во время учебы, либо во время рабочего процесса можете вот познакомиться с человеком, с каким-то, который вам подходит. Может быть, даже вы и вместе работаете, да, и вот не обращали, может быть, друг на друга внимания. Может быть, по этой карте нужно быть осторожнее, не доверяться сразу людям новым, или те люди, которых вы даже давно знаете, но которых близко к себе подпустили, да, нужно сначала посмотреть, что за человек, потому что, ну, очень похоже тут, что кто-то захочет вами манипулировать.
Поэтому вот нужно быть внимательными, да, за какими-то красивыми фразами может быть и что-то стоит совсем не то. Те, кто в паре, восьмерка трефовая, карта говорит о том, что у вас очень большие планы на вашего партнера, на ваш совместный отдых, на вашу жизнь. Но здесь вот карта говорит о том, что вы слишком напористые. Может быть, нужно либо снизить планку, да, может быть, снизить требования к своему партнеру, может быть, нужно не идти напрямую там в лоб, не говорить человеку, что вы от него хотите. Может быть, нужно какими-то обходными путями действовать, да. Может быть, нужно вам самим как бы на себя вот сделать акцент, да, вам самим именно стать таким, каким вы хотите видеть себя партнера. И тогда вот будет у вас намного все гармоничнее. И еще вот карты рекомендуют не обсуждать вопросы, вопросы вашей жизни совместной с партнером, с другими людьми. Любыми людьми абсолютно не стоит этого делать. Карта говорит, это будут последствия какие-то серьезные. Для тех, кто в ссоре, семерка трефовая. Карта говорит о том, что ссора все-таки может быть еще в течение месяца, да, может быть вы решите вообще поставить точку в отношениях и начать новую абсолютно жизнь для себя. И знаете, у вас есть возможность встретить совершенно другого человека, более вам подходящего, оптимистичного, щедрого и так далее. То есть вот, может быть, даже зря вы цепляетесь за те отношения, которые у вас сейчас не ладятся, потому что вот у вас действительно есть возможность для встречи новой, хорошей. Работа. Те, кто в поиске работы, восьмерка бубновая. Карта говорит о том, что с работой у вас вопрос решится, но, возможно, не так, как вы хотели. Может быть, через какие-то сложности, через какой-то кризис, через шок, через неожиданность. Но в любом случае решение будет здесь. Но, может быть, неожиданное, да, не совсем так, как вы хотели, но то, что вопрос решится, это 100%. Если даже вот не получалось много времени, все равно в июле появится возможность, откроется возможность. Для тех, кто уже работает, валет трефовый, карта говорит о том, что может быть очень много работы у вас в этом месяце, может быть, придется куда-то ехать, может быть, будет сложно работать с людьми, с начальством могут быть какие-то непонимания, да, может быть, ссоры, конфликты. Вот знаете, очень много желания поссориться, поконфликтовать будет. Вот желательно, конечно, этого не делать. Давайте посмотрим. Да, желательно этого не делать. Желательно больше времени лучше вкладывать в учебу, в собственное развитие, в какие-то, в обучение, может быть, да, вот раз избыток энергии есть, нужно обязательно, чтобы она уходила, чтобы она не разрушала там вас, вашу жизнь, вашу работу и так далее. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая, здесь у вас бизнес идет в рост. Может быть, вы привлекаете кого-то из семьи в бизнес, либо он у вас уже изначально семейный, да, и вот для такого рода вот деятельности очень хороший здесь идет улучшение, рост идет. Прям силу набирает ваше дело. Кроме того, здесь могут начать получаться какие-то проекты, которые долгое время, может быть, стопорились. Может быть, появится какая-то возможность изменить так ваше дело, да, что у вас и денег больше появится, и больше возможностей, как-то расширитесь. То есть, скорее всего, здесь будут какие-то неожиданные обстоятельства, которые вам помогут. Самое главное, вовремя отреагировать на это. И, скорее всего, у вас здесь появятся вообще новые даже надежды, новые цели какие-то. Вот то, что вы даже и не... то, о чем вы даже и не думали раньше. Финансы. Для тех, кто на зарплате, король бубновый говорит о том, что деньги у вас будут приходить, может быть, даже из нескольких источников, может быть, что-то продадите, у вас будут деньги, может быть, поездка какая-то, может быть, подарок. То есть с деньгами все в порядке у вас. И, знаете, такое ощущение, что у вас еще могут быть дополнительные какие-то доходы, кроме вашей зарплаты. А теперь для тех, у кого свое дело, кто зарабатывает своим делом, дама трефовая говорит о том, что у вас может быть не так все просто. То есть деньги будут даваться с трудом. Нужно обязательно контролировать свои финансы. Может быть,
кто-то воспользуется вашим именем, допустим, и захочет заработать вот как будто бы это вы, допустим, оплату просите у кого-то, да, а это совершенно другой человек. То есть мошенничество может быть. Будьте внимательны и сами обращайте на это внимание, предупреждайте своих клиентов, чтобы они не клевали, да, на такие приманки. Также могут быть траты на детей, на работу, на поездки и на какие-то непредсказуемые ситуации, неожиданные. Знаете, у вас, скорее всего, здесь даже какой-то поток может быть хороший денег или приход большой суммы денег единовременно, да, может быть, что-то здесь будете с недвижимостью решать. Да, может быть, продавать будете, может быть, покупать будете недвижимость. Но есть возможность вот реализации именно какой-то большой суммы денег. Итак, посмотрим, какой же месяц будет в конце, да, чем он закончится. Валет Бубновый говорит о том, что вы решите все вопросы, которые запланировали или которые будут требовать своего внимания. Причем очень успешно, да, то есть у вас действительно и в деньгах может получиться все, и в работе, и в отношениях вы тоже можете прийти к какому-то решению. Если, допустим, долгое время у вас была проблема, то вполне возможно в этом месяце вы ее как-то радикально решите. Самое важное, чтобы львам хватало как бы заботы, тепла и любви, да, вот именно в таком состоянии вы максимума достигнете. Если не дополучаете этого от своего окружения, давайте это себе, то есть сами себя любите. Может быть, вы себя забросили, может быть, вы слишком хотите достижения каких-то целей, хотите научиться, хотите заработать, а о себе забыли. И вот смотрите, в конце месяца у вас такой призыв подумать о себе, о своем комфорте и отдыхе. И еще одна карта говорит о том, что вам нужно обязательно дать себе как можно больше заботы, внимания и любви. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!